Здравствуйте! Это Жиши, очередной выпуск, где Андреас Марковас, литовский кукловодос, учит белорусский язык. Мы его с вами кто-то учит, кто-то повторяет, кто-то возобновляет в памяти. Ибо без языка нашего ничего не будет быть добже. Это был даже не польский, а какой-то непонятный язык, который я себе придумал в голове. Выучаем белорусскую мову. Начинаем. Я включаю свет. Ты включаешь свет, и мы погнали. Все очень просто. Андрей читает белорусские слова с подсказками, пытается понять, что бы они такое могли значить. Я готов и посего сейчас. Примак. Примак. Молодчина. С первого раза. Здорово, что ты научился ставить ударение. Итак, примак. Примак, вариант первый. Примак – это мужчина, который после свадьбы пошел жить к женщине, к жене. Примкнул, как говорится. Примкнул к ее семье. Они его приняли. Это примак. Приняли. Добро. Примак – это гаджет. Гаджет – какие-то устройства дополнительные для компьютера. Это новое белорусское слово, потому что мне наводили курсы сучасной белорусской мовы. Ну, коротей, слухай. Значит, почему называется примак? Потому что гаджеты у нас, гаджет – это не очень классно. Поскольку очень много всяких дополнительных штук всегда к компам, к макам идет. Ну, ты купил там комп, и тут же тебе надо кучу примаков. Кучу всяких штук, да, примочек. И поэтому это слово вошло в обиход и называется примаки. Примак, примаки – это все то, что гаджеты. Поехали дальше, я думаю, нет. Примак – это человек, который курит приму. Потому что раньше сигарет было немного, а примак, который вот Астра, Прима и Корона, Космос, Союз, Аполлон. Вот. Кто курил приму, тот примак. Примак. Ну, слушайте, я думаю, что это примак, это человек, во-первых. Человек, да. То есть мы уже гаджеты удаляем. Это человек, который вот примкнул к семье своей жонки. Ну, либо к чьей-либо. Молодец, все правильно. Примак – это тот, который ушел жить в дом к жене. Примак. Его приняли, и он там примкнулся. Все, добро, молодчина. Идем дальше. Хорошее слово. Примак. Хорошее, примак, запомни. Да. А в русском как будет? Нахлебник? Как это слово называется? Есть такое аналог? Я не знаю. Примак. Интересно. В комментариях напишите, какой синоним слова примак. Примак. Потому что на русском есть. Интересно. Одним словом можно сказать. Типа приемный. Есть приемный ребенок, приемный муж. Все нормально. Погнали дальше. Следующее слово на сегодня. Прицемки. Прицемки. Те. Притемки? Притемки. Я почему-то, у меня проблема с буквой С. Я как бы и помню, что нету С, а есть Те. Да. Но читаю всегда С. Потому что ты украинец. Притемки даже. Притемки, да. Притемки. Итак, притемки. Притемки – это гопники. Да, потому что притемки, потому что, оно как бы очень четко описывает, что это притемки под магазином. Да. И в подворотне тебя ждут притемки, потому что они, оно как бы такое. И они я полагаю, что это, наверное, от слова темра, да, что они темные, недалекие, притемки. Притемки – это разные, как это правильно, нечисть. Привидения, вампиры, да, это волколаки, это как они называются? Оборотни. Похоже на то. Да, притемки разные. Вот ты идешь и ночью боишься, что тебе навстречу выйдут притемки. Хотя тут одинаково боишься. Даже непонятно, какие страшнее. И притемки – это сумерки. Я просто не нашел никакую фотографию на «Сумерки». Да. Есть такой фильм знаменитый «Притемки», частка первая. А вот на самом деле, без шуток если, да, все три слова подходят, все три картинки подходят на самом деле. Это притемки могут быть такие темные, необразованные люди, которые, возможно, в темный период дня сидят в подворотнях и караулят людей, добрых и мирных. Притемки также могут быть и темная нечисть разная. И притемки могут быть и сумерки. Потому что перед темнотой. На самом-то деле вот сейчас страдаешь. Расстраиваюсь. Потому что три варианта. Да, три варианта. Я расстраиваюсь. Каламбурошная открыта сегодня. Давай.
Давай, ты можешь начать раздваиваться, если выберешь. Да, окей, давайте лишнее. сделаем так. То, что мне кажется, слишком много чести гопникам было бы, чтобы для них специальное слово придумывали. Поэтому мы удаляем гопников. И у нас остаются... Притемки — это темные силы, темная нечисть, либо сумерки. Притемки. Я почему-то все-таки склоняюсь, что мне больше слово похоже на существительное. Почему-то. Вот, я думаю, что это сумерки. То есть притемки как духи, это не существительное. Не лезь в мою логику. Хорошо. Да, это сумерки. Серьезно? Да. Знаменитый фильм «Притемки», там было 500 частей. Да. Молодец, поздравляем. Своей логикой дошел до притемок. Следующее слово, третье слово на сегодня. Так. Я сейчас думаю насчет ударения. А куда бы ты ни поставил, я тебе... Прыгать. Какая «ди»? Там «и». Пригоды. Пригоды. А тебе как больше нравится? Пригоды нравятся. Пригоды нравятся? Ну, хай будет пригоды. А правильно. Пригоды. Итак, первый вариант – это прогноз погоды. Пригоды. И в конце новостей у нас пригоды. Да, ну потому что это одно слово. Прогноз погоды — это как пригоды. Это ты типа погода вперед. Пригоды. Так, пригоды — это приключения. Пригоды на жопу найти можно, да? Шукать пригоды на сраку. Да, это... А дупа или срака, правильно, как бы? А это чем западнее в Беларуси, тем больше дупа. Ага. А чем восточнее, тем больше срака. Это очень важно понимать. Так, и следующий вариант пригоды – это пенсионеры. Пригоды. Так, второе что значило? Приключения. Прогноз погоды, приключения и пенсионеры. Потому что они долгие годы життя, и ты становишься пригодом. Давай рассуждать вслух. Пригоды. Прогноз погоды, пригоды, ну как-то не звучит мне почему-то. Пригоды. Добро. Пригоды. Пригоды как приключения, то есть типа такой, идем искать пригоды. Да. Ну тоже так себе, знаешь, так себе приключения. Ну, пригоды. В целом, да. Да, поэтому я думаю, что пенсионеры. И ты вновь великолепен в своей логике и не великолепен в белорусской мове, потому что пригоды – это приключения. Все-таки найти пригоды на дупу. Ну или на сраку, как мы определились. Друзья, мы желаем вам, чтобы все пригоды, которые вы находите, они приходились вам под стать и были приятными. Не забывайте подписываться, ставить лайки и помните, что канал новый, на котором выходит рубрика «Жиши», славится не только этой рубрикой, но и, например, таким проектом, как «Комменто». Возможно, что-то еще в ближайшее время на канале появится. Подписывайтесь, будьте с нами, мы не экстремисты, не террористы. Да? Да, я все правильно говорю. Видео. Шерьте это видео. Шерьте, коли ласка. Шлите родственникам в качестве подарка, они будут рады. Спасибо. Пока. До встречи.